практически все информационное пространство в стране, оно заполняется политикой. Тоже листала вашу ленту, чтобы посмотреть, где же политика. По-русски с гагаузским акцентом. По-русски с гагаузским акцентом. Инсана лязым береев. Да, человеку нужен дом. И мы очень ценим уважение. Хлебом не корми, но уважай. Да. Гагауза. Бомжи ходят тоже по городу, передвигаются. Мы ходим на работу, они ходят бессмысленно. Интересно, что ты отметила такую богобоязненность гагаузского народа. Даже если ты веришь в Бога, но ты не можешь объяснить, кто что, это не евангельский, не библейский, вот то ты придумываешь свой собственный Бог. Очказлые, да. Это слово, которое моя мама использует, хотя оно не гагаузское, да. Дословно, человек с открытым ртом. Кстати, на молдавском языке тоже есть такое слово. Гуры-каска. Гуры-каска, Да? ага. Очказлы. Или слово «нащейсен». Это вот. Я не знаю, как это перевести даже на русский язык. Добро пожаловать на подкаст канала Ичобан Добрый Пастух. Сегодня с нами в студии Дина. Добро пожаловать. Дина интересна тем, что она не гагаузка, она не выросла здесь, в Гагаузии, на юге Молдовы. Она сюда приехала, но она полюбила гагаузский язык, культуру, наш народ. Она работает директором Дома культуры в Капчаке. Она любит искусство, культуру и свободу, которую дает искусство, да, выражая вот человеческие чаяния. И сегодня будем на эти темы говорить. Добро пожаловать. Спасибо, я рада сегодня находиться здесь у вас. Такое уникальное место в Гагаузии, потому что сегодня все стараются быть популярными и развиваются при помощи актуальных тем. У нас самая актуальная тема в Гагаузии — это, наверное, политика. И я рада, что есть такие каналы, где говорят о ценностях, о культуре, о нации, о душевном состоянии человека. Поэтому для меня честь сегодня находиться у вас здесь. Тем более, мне кажется, я один из редких гостей, которые говорят на русском языке у вас здесь на канале. Да, но все равно ты уникальна, у тебя есть свои интересные стороны, и поэтому мы все равно проведем это на русском, не проблема. Да, ты права, что практически все информационное пространство в стране, оно заполняется политикой, но жизнь — это не только политика. Это семья, это дружба, это творчество, это любовь, это мышление, понимаете? И мы видим эту проблему. Не осталось пустых мест, везде политика. И секундочку. Так, this is not good. Будильдору должно быть свобода, да? Или места, где нет политики, или места, где люди с разными мнениями, приходя, все равно находят общие точки, о чем говорить, не соскальзывая туда или сюда. И вот это, конечно, искусство, культура, душа. Ну, к сожалению, политики стало на самом деле слишком много в стране, в автономии, в культуре даже стало слишком много политики. И в мире в целом. И в мире. Наверное, последние декады. Это модно, наверное, люди новую тенденцию модную придумали — быть в политике, придерживаться какой-то партии, хотя я не осуждаю, у каждого свое мнение, каждый — это хорошо, когда мы за кого-то болеем, кого-то выбираем, но всему есть свое место в этой жизни. Есть что-то важнее. И люди вот видят тебя, или твою программу, или канал, и у всех сразу вопрос, на кого они работают, кто за ними, кто им дает деньги, кого они продвигают. Если он смотрит, он не может сразу понять за 5 минут, сразу непонятно за этих. Он не может поверить, что такое бывает в мире, что за ним не стоял какой-то политик. Неужели кто-то может свободно выйти и просто про культуру поговорить? Людям не верится. Да, это бывает. Если честно, я тоже листала вашу ленту, чтобы посмотреть, где же вообще, где же политика? Где же политика? Так хорошо, так интересно. Когда же он уже спросит о политике? Но все передачи, которые я просмотрела, политики нигде не было, и меня это очень радует. Я желаю вам, чтобы вы дальше сохраняли вот этот настрой свой, были вне политики и говорили о душевных ценностях и поднимали культуру. Да, спасибо. Ну вот вопрос тебе как девушке из Кишинева, которая приехала в Гагаузию. Обычно наоборот все проходит, да? Из периферии, из сел, из регионов люди стремятся в центр, там сердце страны, там мозг, там все интересное, там зарплаты выше, жизнь активнее и так дальше.
Но бывают и обратные процессы. Мы дошли до уровня цивилизации. В самых цивильных странах я слышал, что люди не стремятся жить прямо в столице, в центре, а наоборот, вот там в селах, вот там красота, там спокойно. Вот к чему Молдова уже дошла. Ну, кстати, таких случаев очень много сейчас. В последнее время люди стараются переезжать в периферию, где можно уединиться с собой, с семьей, с природой, с народными ценностями, потому что культуры таковой аутентичной в столице нет, да, там совсем другой ритм жизни. Я езжу к родителям в гости не так часто, как хотелось бы моей маме, но я не понимаю, как люди там живут. Я ни за что на свете не перееду туда-обратно. Здесь мы тоже растем, юг развивается, Гагаузия развивается. Это очень радует. Но из-за того, что все спешат туда, здесь специалистов меньше. И здесь ценят людей. Может быть, не так, как хотелось бы, но здесь ценят. Есть необходимость специалистов. И здесь есть у тебя чистое поле для развития. Ты сюда приходишь, на тебя обращают внимание. Там, в Кишиневе, в больших городах, в принципе, очень сложно о себе заявить и стать кем-то, потому что там таких, как мы, пруд-пруди. И там нет такой красоты, да? Если бы меня в 15 лет спросили, кто такие гагаузы, я бы, наверное, даже не знала бы, что ответить, потому что я не знала о существовании такой Кстати, не все в Молдове знают. Да. Молдаване не все знают, что тут на юге есть такие. Но сейчас, когда я еду туда, все говорят, что я там ваша сторона, да, то есть меня, молдаване считают меня гагаузской, но гагаузы не считают меня гагаузской, все считают меня молдаванкой. Ну, это уж такая судьба. Да. Я думаю, что это будет всегда так, да. Хотя я считаю себя частью Гагаузии, как там Петкович поет песню, моя любимая песня о Гагаузии, наверное, это первое произведение, которое помогло мне влюбиться в этот народ. Это патриотическое такое произведение, да, Гагауз Дудум. Гагауз. Да, я немножко перефразировала Гагауз Олдум, Гагауз Юльджам, да, я стала гагаузской умру. Вот это интересно. Да, я считаю себя частью Гагаузии, ни за что на свете не поменяю ее. Это очень красивый народ, с очень красивыми традициями. Ведь народ, в самом деле, это не кровь. Это не вот ты родился гагаузом, теперь ты гагауз, ну и молдаванин, и там украинец, румын, там не знаю, кто угодно, русский, американец, особенно с Америкой интересно. Ты не можешь родиться, да? Американцем. Ну, нет такой нации. Это как бы лоскуты разных народов, которые приехали туда. Американцы — это коренные индейцы, да, которые там жили еще сотни лет назад. А нынешняя Америка — это не просто... Ну, это не кровь, это не по наследству, это образ жизни скорее. The way of life, да, знаменитый American way of life. Это принципы, это идеи, это образ жизни и стремления какие-то, которые эта страна предлагает людям, и ты, когда приезжаешь, ты принимаешь это, и ты становишься вот гражданином, жителем этой страны, и эту национальность приобретаешь, когда ты входишь вот в этот ритм и образ жизни. Поэтому, Петкович классно спел, это очень интересно, и правильно, чтобы те, кто родились, остались гагаузами, но нация не только на крови, да, истинный ариец. Ну, если я сделаю анализ ДНК, может быть, где-то у меня есть какая-то гагаузская, балканская кровь, да, но я гордо всегда говорю, что я работаю в Гагаузии, я считаю себя гагаузской. Где-то мои родители надо мной иногда смеются, что у меня где-то есть и акцент гагаузский появился, да. Хотя я очень мало и неграмотно, возможно, говорю на гагаузском, но родители ценят, уважают. Да. Я благодарна им за то, что они прям вот поддерживают меня, что я выбрала. Ты скажешь что-то с гагаузским акцентом. Не сюлежам себя. Не, по-русски с гагаузским акцентом. По-русски с гагаузским акцентом? Понял. Оказывается, это тоже заразно. Да. Это очень интересно, что народ
он не только по крови, да, но именно вот образ жизни и культура. Потому что есть... Да, я, кстати, тоже знаю людей вот в Кангазе, в селе, откуда, ну, родом исторически мои предки. Вот мне дедушка говорит, вот этот человек молдаванин. Он чисто по-гаузски говорит. Он полный, никогда в жизни бы не сказал. То есть они принимают, они влюбляются в эту культуру и нормально живут. То есть, ну, какая-то, может быть, двойная идентичность у них, это тоже нормально, да? Он знает, я такой, и еще такой, и оно вместе. То есть одно... Не всегда нужно, да, вот это навязывать, и Ну, выбирай или и так дальше, да? гагаузы не навязывают Мгм. свой язык и свою культуру, да, не будем делать сравнений сейчас в нациях, кто Мгм. навязывает, Да, но не да. навязывают. И это классно. Даже И напротив, иногда стыдятся ее, к м, сожалению. к сожалению, они не Ну, стыдятся. Это считают ее более все. низшей. На гагаузском как ты скажешь интересную умную мысль? Ну вот и, ну теперь надо, значит, на другой переходить. А чтобы такого не было, вот мы делаем наше большинство подкастов на гагаузском, чтобы показать, что на нашем языке можно. Красивые, Гагаузский очень классные красивый вещи. язык. Я и заранее попросила, чтобы было на русском, потому что я Да. считаю, что язык должен звучать грамотно. Если он звучит на каком-то канале или на каком-то уроке, он должен звучать грамотно от взрослого человека. Если бы мы снимали сейчас, наверное, шуточный какой-то подкаст, я, может быть, не söyleyeceğim Gagavuş'a ama şimdi değil. Да-да-да. Я читал в одной книжке английской, там пишут, что народ состоит из 3 P, ну, 3 буквы P. People, place and principles. Люди, место и принципы. Принципы. Ну, люди есть, окей. Место есть, где мы живем, окей. Хотя тоже, да, разбросаны, это тоже одна из проблем, ну, окей. А вот principles, вот это самое интересное. Политики, наверное, больше говорят про people и place, про человека и место. Ну и иногда выделяют какой-то там один принцип, по которому они против всех. А вот наш канал больше вот эти principles или вот эти values, ценности, принципы, идеи, которые формируют это общество. К сожалению, в политике обычно мы выбираем людей, а не Принципы. принципы и не ценности. Наверное, если мы, ну, более такое гражданское общество созреет, то мы научимся уже не видеть человека, а научимся увидеть идеи, которые этот человек продвигает. И, может быть, даже когда-то мы будем выбирать, даже не зная фамилии, имен партий, просто вот за какие ценности, за какие принципы. Я сейчас говорю не про ценности Восток или Запад, или за какую страну, а Это именно совсем другие именно ценности. морально-нравственные вещи, понимаете? Вот за какую ценность это идет, за какую ценность это, за какую... И вот между ними выбирать и осуждая, дебатируя, дискутируя, что нормальная часть жизни, обсуждать не людей, А а ценности. ценности, принципы, но... Кстати, гагаузы отличаются в этом от молдаван даже, да. Несмотря на то, что это очень такой народ, скажем, маленький в Да. стране, да, хотя разбросаны они 120 везде. тысяч по последней статистике, по-моему. Ага. Да, статистика переписи населения, конечно, попортила. Да. Я нам. думал на 180, а оказалось на 120 по последней статье. Ну, Да, многие в очень много. отъезде и так дальше. Но гагаузы имеют очень четкие принципы, да, и ценности. Даже не принципы, а вот ценности. Семейные ценности в Гагаузии больше ценятся, чем в Молдове. И я, по крайней мере, не встречала еще ни одного гагауза пожилого, который не имеет поддержку от детей. Да, к сожалению, люди вынуждены уезжать за границу, но они никогда не забывают свои корни. Копчак мне, наверное, ближе всего в Гагаузии, потому что я там работаю. Кстати, там тоже упало от 10 тысяч населения, упало до 6, по-моему, если не ошибаюсь. Люди приезжают, строят дома. Люди строят дома большие, приезжают, работают за границей, но возвращаются к себе в село. Село красивое, нет заброшенных домов почти, да. Молдавские села.
тем временем погибают и умирают. Взять, если посмотреть Копчак, совсем недалеко через Тараклию находится село Алуат, где 400 человек живут. Больше половины села — разрушенные дома. И люди, которые просто, они без работы, без денег, без средств и без возможности существовать. Получается, экономически нецелесообразно вкладывать свой дом в селе. Ну, ты его не так уж и не за такие большие деньги потом сможешь даже экономически считая Но там, они продать. не хотят продавать. Вот, то есть это не экономическая причина, почему они, работая годами за границей, вкладывают это. Причина какая? Душевная. То есть где ты будешь в Копчаке работать, допустим, да? Не в осуждении, но где ты будешь работать? С работой, будем говорить четко и ясно. Не очень. Да, не но очень. Человек готов туда, потому что там родня, там друзья, это его родное село. И он будет готов. Вот и это люди очень красиво и интересно. Люди приезжают. Сейчас все жалуются, молдаване, что очень сложно приехать с России, к примеру. Да? Очень сложно, дорого приехать с России. Годами не приезжают домой после ковида, после военных действий, после всего. Но гагаузы продолжают приезжать домой. Вот совсем недавно был в Копчаке праздник. Чаще, чем молдаване? Да. Ты думаешь? Я думаю, очень что да. Интересно. День села был совсем недавно в Копчаке, 28 августа. Диаспора приезжает на этот день, они стараются всегда быть дома, всегда быть в кругу семьи, всегда приезжать каждым летом. Если я знаю своих знакомых, которые живут за границу, они вместо того, чтобы поехать домой, приехать, да, они говорят: зачем я буду столько денег тратить, я лучше поеду там, не знаю, на отдых куда-то в Турцию, что я там в Молдове не видела. Да зачем мне родня, я хочу на море. Да. Гагаузы приезжают домой, они скучают по своим родным местам, они общаются, они создают что-то новое, они пытаются помочь своему населенному пункту. У нас диаспора очень хорошо помогает гагаузская в селах. Ну, может быть, не везде и не так но все стараются приезжать домой, строить дома, вкладываться, потому что я сюда вернусь. То есть вот эта надежда. Как говорил Тодор Занет в одном стихе: «Инсана лязым бир. Да? Человеку нужен дом. И дом — это не просто место, где ты живешь, а дом — это там, где твоя душа. Они могут жить полжизни за границей, но они все равно хотят вернуться домой, на свою родину. Это похвально. И человек живет там, но душа здесь осталась, он в постоянном стремлении, вот это внутреннее напряжение, мое тело тут, душа, эмоции. Вот мои родственники тоже есть, живут и за границей, и в Европе, и в России, как многие тут. Иногда, когда общаемся, они знают новости Молдовы и Гагаузии лучше меня, больше меня. Но я не каждый день захожу на Нет, ну почему? Или еще куда-то читать. А потому что им интереснее, потому что они чувствуют этот голод и тоску. Они не безразличны к своей родине. Вот эта тоска по дому, то, что вот и Тодор Занет писал, да, она свойственна, наверное, вообще человеческой природе. Особенно маленьким таким народам, потому что, в принципе, у тебя главное твое богатство — это отношения с родными, потому что мы все-таки восточный народ. Я считаю, у нас такой микс, но ценностей больше. Ценностей больше именно восточных, чем западных. Ну, понятно, да, Восток больше ценит отношения, взаимосвязи, Запад ценит правила, четкость, дисциплину. Ну, грубо говоря, на Востоке, если мне интересно с человеком, я с ним до полуночи буду общаться, потому что этот момент, это общение мне ценно. На Западе в 9-10 вечера, мне надо спать завтра в 6 утра на работу. Все по расписанию. И то, и это по-своему прекрасно, потому что, и дисциплина нужна без этого, но и отношение тепло нужно, да. И тут, в принципе, мир, он разнообразен, это прекрасно, но именно гагаузы вот эту западную, вот эту восточную часть жизни представляют, и почему турки постоянно опаздывают, да. Но почему она опаздывает? Да, в этом не проявляется неуважение к тебе. И гагаузы тоже. Гагаузы, кстати, на свадьбах всегда опаздывают. Но, слушай, он опоздает на час, но потом он останется на 5 часов дольше, чем как бы ты планировал. То есть это все восполнится и так дальше. Это отдельная история. Это связано не с пунктуальностью, это связано с душевностью. Да? С душевностью. И если ты затронул его душу, слушай, он тебе последний отдаст.
Я видел, прекрасные примеры доброты такой, сердечности. Да, он не дисциплинированный, но если он имеет к тебе сострадание, он тебе, знаешь, как это, полцарства, знаешь. Гагаузы очень добрый и душевный народ, очень гостеприимный. Я это могу сказать точно. Они любят людей. Ясно, мы все имеем какие-то свои недостатки. Да. Я заметила, населенные пункты в Гагаузии имеют свои разные характеристики, да? Но они очень душевные, и добрые, и приветливый народ. И культура говорит прямо очень четко об этом. Если немножко углубиться в культуру гагаузов, хотя бы пару раз сходить на красивые фестивали и увидеть вот эти подворья, да? Ясно, что артисты там, ясно, что они пришли отработать свое время и должны всем улыбаться, но они душевно рады, когда ты приходишь, когда ты интересуешься их культурой, когда ты восхищаешься их красотой. Это очень красиво. В Молдове немножко меньше развита эта сфера. Мне кажется, да, я согласен. И мы очень ценим уважение. Хлебом не корми, но уважай гагауза. Да. И тогда ты получишь... И будет тебе мир. И он откроет тебе свое сердце, и ты пусть... То есть уважение в чем проявляется? Времени, которое ты с ним. Ему не столько твои деньги, может быть, нужны, даже если он нуждает, сколько время, которое ты уделишь, чтобы выслушать, общаться, ценить его как личность. И, может быть, это тоже одна из причин недопонимания между гагаузами и другими национальностями. То есть люди думают, он нуждается, да, я ему помогу этим, а он хочет, чтобы ты с ним чаи пил, понимаешь? И потом, может быть, это помощь. И вот тут, это очень интересно и важно. Ну и я насчет дома хотел отметить. Вот это... Ведь я тоже учился за границей в России. 5 лет было оторвано, но сердце оставалось здесь. Как ты там не укоренялся бы, ты все равно... И ты, получается, ты такую заочную жизнь ведешь. Ты находишься наполовину в другой стране. Или в другой культуре, да? Я почему-то, кстати, я почему-то не могу себе так. Хотя я вдалеке от своих родителей, в этой же стране, но живу отдельно. Слушай, 150 километров, как будто уже другой мир. Но другой мир, на самом деле. Столица и периферия — это разные миры у нас. И автономия Гагаузии отличается от Кишинева, да. К сожалению, у нас ритм жизни такой, что мы не можем себе позволить постоянно ездить туда. И родители работают, и я работаю, да. Но я не чувствую себя, мое сердце там, да, где-то. Да ты что? Нет, мое сердце здесь, в Гагаузии. И это чувствуется? Ты любишь гагаузов? Очень, очень сильно люблю гагаузский народ, и родители сами не осознали, как полюбили гагаузский народ. Уже через тебя. Моя мама всегда читает гагаузские новости, она всегда лучше знает, чем я, что творится в Гагаузии, и рассказывает мне об этом. И спрашивает, у вас там в Гагаузии? Архетипы, там Карл Густав Юнг, другие, да, там известные психологи сделали целую таблицу архетипов, то есть какие-то символы, которые связывают тебя с мировой историей. И ты, например, мне очень понравилось, как они это связывают, например, тоска по дому. Про что мы говорим? Одна из главных характеристик, сильная связь с домом, одна из главных характеристик гагаузского народа. В этом видна тоска по утраченному раю. Ведь Бог нам дал дом, Адаму и Еве, и человечеству, да, в Эдемском саду. Красивый, идеальный дом. И там было очень тепло и душевно, потому что Бог... написано в прохладе дня, человек общался с Богом напрямую. Но нам сложно представить. Да, но вот это и был рай, потому что было вот это общение человека с Богом, и вот это была красота без барьеров, без греха, без препятствий. Потом грех, да, непослушание Богу, Адам и Ева согрешили, и в итоге их изгнали из рая. И дверь в рай, Едемский сад, скажем, да? Она была закрыта, там ангел с мечом вращающимся в Библии пишет. И вот этот комплекс потерянного дома, человека без дома, изгнанного, вот этот комплекс изгнанника, потом Каин продолжает, усиливает, он убил своего брата, еще больше он проклят на вот это скитальчество.
И мы, в принципе, вот эти психологи, что говорят, что в каждом человеке есть вот эта тоска по дому. Даже когда ты у себя в доме, ты понимаешь, должен быть некий другой дом. И, конечно, речь идет о небесах. Да? И вот в чем сила христианства и красота, вот если говорить о доме, что, согласно Библии, что Иисус Христос пришел на эту землю, да, умер, воскрес, чтобы восстановить человеку доступ к своему утраченному дому. И теперь, может быть, у гагауза за этой тоской, за домом, постоянное возвращение к теплу, за этим еще большая и глубокая и красивая картина тоски по утраченному раю. Ну, гагаузы вообще И тут уже не очень... только гагаузы, а вообще все человечество Да. имеет эту тоску. Просто у нас, может, она ярко выражена так? Как ты думаешь? Вообще я могу отметить, что гагаузы очень верующий народ. Они очень, очень богобоязненные люди. Для них Слово Божье и Божий закон очень важен. Да? Они там регулярно посещают церковь, они молятся и делают это искренне вообще. Да. Да? Да. Но вот ты говоришь, тоска о утраченном доме. Мы всегда говорим, что нам чего-то не хватает в жизни. Я никогда не думала об этом, о том, что ты вот сейчас раскрыл. И нам на самом деле вот все вроде хорошо, но нам чего-то не хватает в этой жизни. Вроде все хорошо, все в жизни хорошо, все спокойно, у тебя свое жилье, у тебя там дети, семья, у тебя родные люди дома, если говорить о душевных ценностях, да, у тебя мир в душе, но чего-то все-таки не хватает. Возможно, это тоска по дому, который... По тому небесному дому. Да, потому что мы все сделаны же как Адам и Ева, и у нас где-то это, наверное, сохранилось. Я не думала об этом, если честно, Да, никогда. это очень интересно. Ну и, собственно, дальше это продолжение этой же мысли, знаменитая притча о блудном сыне. Это что? Луки 15 глава. Ну, этот сын, да, непослушный отцу, взял часть имения, ушел, истратил его, и потом пасет свиней, все полная деградация. И что говорит? Пришел в себя, пойду, попрошу прощения у отца, вернусь, дам опять возвращение к дому. И, может быть, отец примет. И отец принимает. И вот так же Бог нас принимает, если мы приходим к Нему, просим прощения. Вот эти все... Мне кажется, это очень интересно. И, собственно, тюркские народы, чем они прославились? Войной и кочевничеством. Вот это постоянное переселение, поиск. Одни из самых последних народов, осевших, это тюркские народы. До этого многие, там великое переселение было и так далее. Но, смотри, татары. Крымских татары вплоть до 18 века кочевали, пока там осели, да? Гагаузы, что, разве мы не перекочевали сюда То же 200 самое, лет назад? да. А разве 100 лет назад не перекочевали отсюда тысячи гагаузов в Бразилию? Да. А разве мы сейчас не кочуем, да, по всему миру? А разве мигранты по всему миру не кочуют за хорошей жизнью? Это так какой-то мы так тихо мимо политики процесс кочевания в природе. Поиска. Да. А ведь за этим кочевничеством мы поиск. все ищем, да, ищем что-то, но не знаю, надо, наверное, спросить кого-то, кто дошел до конца пути, если бы мог бы нам сказать: я дошел и нашел то, что искал всю жизнь, потому что мы всю жизнь что-то ищем. Вот хорошо, если мы находим себя. Но не знаю, находим ли мы себя до конца, потому что нам всего мало всегда. Я недавно с одним кангасским зрителем говорил, в городе проходит мимо. О, я знаю, я твой канал смотрю, хорошо, приятно. И вот он мне сказал, смысл жизни, я сразу про смысл, и вот он говорит, смысл в пути. Надо просто двигаться, стараться, не сдаваться. Хорошо, путь, это звучит красиво, дао, путь, но путь должен привести к чему-то, а не просто бессмысленный путь, понимаешь? И путь, в чем смысл Библии и отличие от буддизма, например, да, или даосизма, дао — это путь. То есть они делают акцент просто на процессе, а Христос, Он есть путь, и Он и цель этого пути. То есть ты должен и процессом жизни наслаждаться, но ты знаешь, куда ты идешь, а не просто бесконечное движение.
А есть ли смысл двигаться, если нет цели у пути? Нет. Понимаешь, это тоже интересно. Нет, ну на самом деле где-то в чем-то он прав, да, потому что мы ставим себе цель, мы идем к ней. Ну, идем как по длинной высокой лестнице, да, и каждая ступень — это ты приближаешься к цели. Вот. Но каждая ступень — это тоже маленькая победа, ты радуешься Да. этой победе. В зависимости от цели, мы все люди имеем разные цели в жизни, да. К примеру, я всегда хотела работать в культуре. Мгм. Так случилось, что бакалавр я не могла сдать в свое время. Я начала проявляться в культуре, начала работать в школе как преподаватель. Я поняла, что культура — это моё, поняла, что гагаузия — это моё. Всё, я поднялась по каким-то ступеням, да. Я поняла, что чтобы идти дальше, мне нужно сдать бакалавр, поступить в университет, да. И вот сейчас я на 3-м курсе, я 3 года назад, да, вот в таком взрослом возрасте сдавала бакалавр, да. И Надежда есть всегда. да, кстати, ребята, надежда есть всегда. Это моя цель была, да. Цель я ещё не достигла своей цели, но это вот путь. И вот этот путь, он очень важен. И если у тебя есть правильная цель, это очень важно, потому что мы ставим себе цели такие, которые могут реализоваться аж в конце нашей жизни. Да. Мы не знаем, когда конец нашей жизни. Но идти к чему-то это классно, это важно. Но идти просто так... Просто, да, ради процесса. Нет, это вот бомжи ходят тоже по городу, передвигаются. Мы ходим на работу, они ходят бессмысленно. Зарабатывать много. Ради чего? Ну, непонятно. Знаешь эту историю? Там парень подходит к деду и говорит: я вот школу закончил, дед сдал бакалавр. Говорит: ну, классно, хорошо. А дальше что? Дальше университет я окончу. А дальше что? После университета хорошую работу устроить, буду много зарабатывать. Магистратура, потом докторантура и так далее. А дальше что, сынок? Дальше я женюсь, у меня будет хороший дом, там дети, жена, все будет хорошо. А дальше? Дальше я постарею, буду смотреть внуков и радоваться, буду там... пенсию получать большую, о чем мечтают, да, пожилые. А дальше что? Ну, дед, ты уже, сколько можно спрашивать и дальше? Дальше я умру. И тут дед и снова задает: а дальше что? Ага. Ну, потому что, там тоже есть что. В идеале вот этот путь должен длиться всю жизнь и должен заканчиваться, или цель этого пути должна за пределами занавеса смерти быть. Потому что если ты при жизни достигаешь, дальше глубокая пустота. Вот здесь, на твоем месте, год назад где-то, да, Саша, сидел олимпийский чемпион по вольной борьбе. Из Штатов он сюда приехал, здесь сборы были, он там тренировал ребят. Здесь же школа борьбы довольно сильная в Гагаузии. И вот он сказал, его брат тоже олимпийский чемпион был, в 60-х еще там, старая школа борьбы. И он сказал, что его брат, став олимпийским чемпионом, это высшая возможная победа, да, это даже, выше, чем чемпион мира олимпиада, потому что раз в 4 года. Конечно. И он сказал, вот он получил эту золотую медаль. И следующий месяц был самым грустным, самым ужасным в его жизни. Цель пропала просто. Да. Эйфория первый день длилась, все хвалят, поздравляют, президент звонит, все, журналисты. Да, а потом цель пропала, ты достиг, а дальше что? А зачем вообще жить-то? То есть я самый пик, за что меня будет знать весь мир, и останусь в истории, я достиг. А ему 22-23 года. А дальше мне зачем жить? Я уже таким крутым, таким известным, никогда уже, таким сильным никогда не буду. Дальше все на спад. А в чем смысл жизни? И вот он говорит, он нашел смысл и надежду только, то есть он пошел к пастырю, они помолились, читали Библию, что славить Бога, общаться, приближаться к Нему. Готовиться к переходу туда, в иной мир. Собственно, вся жизнь это и есть, но это не значит, что ты печалиться должен и ждать. Но спокойно двигаться, ведь жизнь это что? Это сложно путь к на смерти. самом деле. Это на самом деле сложно. Обычно в любой ситуации так грустно мы все умрем. Это сложно думать о том,
что будет после смерти. Я, например, не думаю об этом, но я знаю, что мы живем по каким-то принципам и законам, чтобы... Зачем мы соблюдаем какие-то библейские законы? Каждая религиозная конфессия имеет свои видения на том, что будет после смерти, да? Но все религиозные конфессии говорят, что нужно соблюдать Божьи законы и жить по принципам Бога, чтобы после смерти там наверх, на низ, у кого какие видения и какая надежда, скажем, да? У кого-то надежда жить на земле, у кого-то на небе, у каждого свои взгляды на это. Но мы все имеем какую-то надежду и стараемся соблюдать Божий закон, чтобы жить дальше, да? Жить после жизни. Да. И тут интересно, что если есть вот эта объективная истина, Слово Божие, то ты в самом главном, ты уже имеешь центр тяжести и фундамент. И ты знаешь уже, как жить, что делать. И тебе ничто не страшно. А если у тебя нет этого фундамента, ты должен изобретать это. Все уже изобретено, по-моему. Если говорить о религиозном, да, все уже изобретено. Да, тут даже речь, даже если не о религии говорить, а об объективности или субъективности истины. Грубо говоря, я решаю, что правда, что хорошо, что плохо, или Творец это решил. Я устанавливаю правила, или Господь устанавливает. Вот, по сути, весь этот диалог сводится к этому. Я буду Богом в моей жизни, или Бога признаю Господом и буду Ему, послушен. Наверное, все к этому сводится. И вот интересно, что ты отметила такую богобоязненность гагаузского народа. По сути, есть два состояния у народа. Богобоязненность и богоборчество. Индивидуально каждого человека. Или либо ты идешь против Бога, то есть ты сам господин царь своей вселенной, тебе никто не нужен, ты сам решаешь, что даже если ты веришь в Бога, но ты не можешь объяснить, кто что, это не евангельский, не библейский, то ты придумываешь свой собственный Бог. Это все богоборчество. А есть богобоязненность. То есть признание, высшего авторитета. Гагаузы очень богобоязненны на самом деле. Для них очень важно, чтобы они получили одобрение Бога, чтобы они каждое воскресенье ходили в церковь. К примеру, в Копчаке я могу отметить, я просто не знакома с многими населенными пунктами, да, вот Копчак и Камрат мне ближе всего. В Копчаке есть воскресная школа. Дети, которые посещают воскресную школу, они отличаются от детей из других городов, которые не посещают. У них прям есть вот этот страх, да, у них есть какие-то ценности, скромность, они знакомы с Библией, они знакомы с Божьим законом. И неважно, в моем понимании, неважно сейчас, мы не говорим о определенных конфессиях, да, мы говорим о том, что люди на самом деле, для них это важно. Я не видела в молдавских селах толпы людей в церкви в воскресенье. Да, хотя я тоже не посещаю церкви, да. Очень интересное наблюдение. Но люди ходят, гагаузы очень верующий народ. Очень и первый верующий просветитель Михаил Чакир. Михаил Чакир, да. Он же вот Евангелие перевел, отрывки, которые используются в богослужебном собрании на гагаузский, да. То есть первая книга, по сути, переведенная на гагаузский, это было Евангелие, Слово Божие. И дальше это все продолжало в каком-то смысле, это основа, да, и он, оказывается, если можно Библию переводить на гагаузский, самое сложное вообще, да? Вообще люди русскоязычные не всегда понимают, что там написано, да? А тут просто переведи. А если на гагаузский переведем, значит, на нашем языке можно все что угодно. Если 100%. Ты Библию смог перевести на гагаузский, а остальное само собой. Гагаузский язык очень красивый язык. Я пробовала, закончила курс А1, Маруневич проводили курсы. Мне не хватило времени из-за занятости пойти дальше.
Ну, ты можешь продолжить, они Да, периодически я знаю, набирают. знаю. Вот сейчас сдам госэкзамены, дипломку и продолжу изучение гагаузского языка, потому что я считаю, что жить в автономии Гагаузии, ну, не обязаны, но нужно проявлять уважение к Желательно. этому народу и желательно знать язык автономии. Так как, например, я знаю государственный язык, мне его учить уже не знала бы, я бы учила государственный, да. Тут я живу и работаю в автономии, и я считаю, что для того, чтобы достичь определенных целей в автономии, ты должен знать язык автономии, да. И вот когда я изучала гагаузский язык, я вроде бы думала, что я епсианная гагаузша, онча сөйлеме, но я поняла, что гагаузский язык очень богат, очень красив, и его нужно прочувствовать. И если ты придашь значение словам, то они обретают ценность, да. Есть некоторые слова, которые я просто обожаю гагаузские слова, да, например, очказлы, да. Да. Это слово, которое моя мама использует, хотя оно не гагаузское, да. Дословно, человек с открытым ртом. Ну что, Да. а имеется в виду растяпа, раззява, Да. рассеянный с улицы Ну, кстати, бассейной. на молдавском языке тоже есть такое слово Ага. гуры-каска, да, Гуркаска, ага. тоже. очказлы. Ага. Но очказлы звучит как-то вот, ну, Эмоционально, специфически, да. специфически. Да, или слово «нащейсен», это вот, я не знаю, как это перевести даже Да. на русский язык. Ну, в общем, их очень много вот слов гагаузских, которые имеют свой... Эмоционально заряженных. Да, таких. гагаузов. Вот молдаване так не скажут, русские не скажут, и другие национальности не скажут. Гагаузы, это болгары даже не скажут, да. Мгм. Болгарский язык, хотя он тоже балканский, да, они тоже переселенцы. Болгарский язык совсем другой, в моем понимании. Вот Ну да, да. гагаузский, он такой красочный язык. И жаль, что в какой-то момент прервалась вот эта связь между гагаузами и их языком родным, потому что Мгм. оно чувствуется. Оно очень чувствуется. Молодежь сейчас уже начинает вроде бы более-менее говорить на гагаузском. Ну вот, кстати, в Камрате молодежь меньше говорит. Меньше, да. Ну, вообще это всегда было в Камрате. В центре, говорят мне многие люди, говорят, так я тут уже живу, тут 70, 50, 60 лет, тут... И не знает Центр гагаузский. Камрата никогда не говорил на гагаузском. Да и не надо, зачем мне, оставьте и так дальше. Где-то на народном я могу поговорить, да, если меня кто-то спросит, я могу ответить. И когда гагаузы, камрадские гагаузы, и родители у них гагаузы чистокровные, они не знают язык, меня это очень удивляет. Потому что это как это? Вы не знаете язык, это ж ваш родной язык. И, я рада, что власть пытается, вот сейчас эта программа Да. по сохранению гагаузского языка и культуры. Делается, да, разное, Да, и это делается. хорошо. Хорошо. Хотелось бы, например, я помню этот фильм «Думюрчулюк», который Да. вышел сколько лет назад он Да, вышел. да. Это было сильно, это было очень сильно. Я бы хотела, чтобы власть автономии обратила внимание на такие проекты, которые вообще, чтобы продвигать что-то, да, нужно сделать это модным, да, ну, а-ля модным. Да. Чтобы это было стильно, чтобы было стильно смотреть гагаузские фильмы, стильно слушать музыку гагаузскую, да, и вот вкладываться в это, чтобы не для того, чтобы поднять имидж и понтануться, что вот гагаузы такие крутые, да, а для того, чтобы народ, свой же народ, начал уважать, потому что в какой-то момент до 94 года, пока длились вот эти вот политические... Смутные времена. Да, смутные времена для Гагаузии. Я знаю, что гагаузам было стрёмно говорить, что они гагаузы у нас в столице, да, и за счет этого кто-то где-то чуть-чуть снизился, да, ну, мы гагаузы, да, где-то стыдно кому-то было сказать, потому что из-за страха, не из-за стыда, страх, что можно поучить. И где-то вот гагаузы потеряли свою ценность, хотя гагаузы очень гордый народ, я считаю. Очень хочется, чтобы гагаузы заново полюбили все, полюбили свою нацию, ценили свою нацию, ценили свою богатую, красивую культуру, потому что столько традиций, столько культуры у нас в Молдове нету.
И Очень хочется, интересно. чтобы обратили внимание на фильмы, на музыку, да, чтобы поднять имидж как-то, чтобы гагаузы полюбили, чтобы это было классно и круто. Слушай, у нас вот все есть, в принципе, для процветания как народа. Есть автономия, Да, есть права, есть культура развивается вот мощно. Только вот язык, вот это самое слабое звено. Вот язык укрепить, и ну, это будет вау, но он, да? кстати, уже не, И не развиваться исчезающий. спокойно вместе с Молдовой дальше. Он не исчезающий. Раньше он был Да? исчезающим. Сейчас он уже не исчезающий. Я читала где-то статью, что гагаузский уже не исчезающий. И на нем говорят. Ты занимаешься больше культурой, да? То есть, ну, а культура это, в принципе, что это? Ну, если мы фольклор, окей, мы много говорили о фольклоре, но другая часть — это такое народное творчество, да? Популярное народное творчество. А есть еще другой элемент, который создает культуру — это искусство. Не знаю, ты согласна с такой классификацией? Что Конечно. культура состоит из фольклора и искусства. Да, искусство есть разное, Да, да, и Ну, я сейчас говорю искусство как такое высокое искусство, деятели искусства. Ну, там, потому что, ну, фольклор — это, ну, какое-то там народное творчество, а эстрадно-поп, ну, больше такое поп-искусство, скажем, фольклор, да? то, что досталось нам от бабушки Да, от больше всего. бабушки, да. А искусство, ну, это уже литература высокая, там, Художники. художник, ну и так дальше. Все, что, Мгм. да, все, что угодно, может, то, что от бабушки, но он его на такое качество вознес, так он какие-то элементы туда донес важные, что они вдруг стали... А искусство, оно уже не только народное имеет значение, но международное. Да. Качественное произведение искусства, оно касается сердца не только этого народа. Иными словами, Достоевского «Преступление и наказание» не только русских и русскоязычных трогает, но Это и... классика. Да, это классика. Но японцы говорят, вообще-то Достоевский лучше всех прочувствовал японскую душу. И недавно читал. Оказывается, вот он в душе, именно вот он отразил лучше всех душу японца. Он, наверное, в душе был Достоевский в жизни японцем. ни одного японца не знал. Я знаю американцев, да, которые начинают или учат русский язык, чтобы прочитать Достоевского в оригинале и так дальше. Ну, то есть это искусство. Хотя он пишет о проблемах конца 19 века именно в русском контексте. Но вот это, да, качественное искусство, оно выходит за пределы каких-то национальных языковых границ и даже за пределы времени. Было написано почти 200 лет назад, или там 150 лет назад, оно сегодня актуально. И оно будет через 500 лет тоже актуально. Потому что такие темы, такие чувства, такие мотивы вечные. Ну вот он смог это все вложить, такой набор. Вот это искусство. Вот это, да? Ты согласна с таким Я согласна. определением? И я согласна, что у нас в Гагаузии есть такие деятели. Слава богу, некоторые из них еще живы. Например, из писателей я могу подчеркнуть Тодор Занет. Я обожаю его стихи. Да. Я выучила, тоже. громко сказано, учу и познаю гагаузский язык для того, чтобы понять, в принципе, фольклор, чтобы понять произведение, потому что, ну, переведенные стихи Тодор Занета не имеют такой ценности и душевность, да, как имеют на оригинале, да. Бабоглу, который он сам капчатский, да. Это такие люди с большой буквы у нас в Гагаузии, и я прямо очень рада. И Тодор Занет знают и в Молдове, надеюсь, и верю в то, что он знаком и за границей. Да, думаю, из художников у нас есть Келеш, он, кстати, единственный анималист, то есть художник, который пишет животных, да, в Молдове. Он единственный анималист. И я не знаю, в Молдове, в принципе, у нас Молдова, ну, немножко скудна в большом искусстве, да. Нет у нас прям таких великих художников, потому что если открыть учебник изобразительного искусства, да, мы не найдем прям великих художников, да, мы найдем композитора великих, да, вот недавно ушедший Евгений Дога. У нас здесь тоже были люди, которые создавали большое искусство, красоту. И большое искусство, кстати, взаимосвязано с фольклором. Потому что если мы будем говорить о самом таком большом ансамбле Гагаузии знаменитом, это всем сразу приходит в голову Дюзова. Да? Это искусство. Уже сколько лет
оно продолжается. Ну да, искусство всегда Пометка, связано с фольклором. великий пометка, Качественно. он дал рождение этому всему. Он великим человеком был. Все это несет славу гагаузов за границей. Очень многие знают, да? Так как знают молдаван ЖОК, есть ансамбль, а так все знают и про Тюсову. И это классно вообще. Я, например, наслаждаюсь вообще такими людьми, потому что это показывает весь колорит народа. И гагаузы любят. Их. Да. Кстати, к нам в Копчак в один год приехал ансамбль ЖОК. Все знают, кто такой ансамбль. У нас было 15 человек в зале. Знаете почему? Потому что в Копчаке сказали: «Кимо ЖОК те гельсна дюзава, лянги де джам». Да, для них это красота, и это великие деятели искусства. Я считаю, что фольклор взаимосвязан с искусством, с большим. Вот сегодня у нас такая подразумевающаяся мысль, ожидаемая всем мысль, что хороший политик спасет гагаузский народ, там, не знаю, от вымирания, от языка. Но наша программа в основном про культуру, про душу, морально-нравственные вещи, про литературу, философию. Я учитель литературы, что делаю? Я постоянно в это меня заносит. Но может быть, и в итоге вот эти ожидания от политика какого-то, мессия-политик придет, великий спаситель, вождь, и вот он выйдет. Может быть, и люди постоянно разочаровываются. Вначале романтизируют кого-то, да, а потом разочаровываются и так дальше. Может, не в этом, а в людях искусства, в писателях вот эта надежда, может, они не такие яркие, да, и они стадионы не собирают, и, да, митинги, но он тихо делает свое искусство со своей кистью, со своей ручкой, своим инструментом музыкальным, и он вот это усиливает этот фундамент жизни 100%. народа, инфраструктуру души и культуры, вот он питает. Вот чтобы люди, как сказать, авторитетом для себя ставили не те, кто приходит, уходит, да, и потом, а людей, посвятивших свою жизнь душе народа, а это люди искусства. Илья, политики — это кто? Это слуга народа. Это важные люди, конечно. Но это слуга народа. Да. Он не может у фундамента стоять, слуга народа. Фундамент основан на национальных ценностях, на культуре, на литературе, на том, насколько народ, то есть дом, построенный уже на вот этом фундаменте, знает, изучает, продвигает и сохраняет свои ценности. То есть у Гагаузии стараются сохранять свои ценности. Культура у нас, по крайней мере, сохраняется. Благо, спасибо. Уже другая сторона, насколько политика вмешивается в это все, да? Слуга народа не может быть фундаментом. Люди надеются и молятся на какого-то политика, чтобы он пришел и спас, и вот продвинул гагаузский народ. И постоянно, опять же, в них разочаровываются. И потому потом что опять они сами этого повторяется не делают. Это сами не делают. Мне больно смотреть, когда они участвуют в разных политических акциях, да, и не показывает Гагаузию с лучшей стороны. Да. С другой стороны, политика — это часть жизни народа. Тоже 100%. должно быть. Я не призываю к аполитичности, потому что должны быть лидеры у народа, общества и так далее. Кто-то должен во главе. В Библии тоже был глава, да? Конечно, и в Римлян 13 глава, другой в Библии написано, что начальник есть Божий слуга, и написано: воин не зря меч носит, он Божий слуга тебе на благо. То есть это нормально, чтобы был порядок в стране, да, это все нужно. Но в то же время, если вспомнить Библию, да, в Древнем Завете были те, которые взяли на себя, это я сделал, да, то есть я ударил посохом по скале, да, и там потекла вода. И был наказан. Моисей, да. Потому что он послан был Богом, чтобы руководить народом. Вот. И у нас, к сожалению, это забыто уже. Да, конечно, если каждый лидер будет понимать, что я перед Богом, в первую очередь, ответственность несу, и перед людьми, я просто... на английском очень разработано, я пару книг читал на эту тему, классная такая концепция servant leadership, то есть лидер-слуга. Лидер-слуга, а не лидер-начальник. Пришел, слушайте, наконец-то, такая улыбка, да, чеширского кота, наконец-то добрался до власти. А именно вот слуга,
в одном из магазинов Камрата, не буду сейчас рекламу делать, нам за рекламу Рекламная никто не платит. пауза. Нам никто за рекламу не платит, но я вижу директора, знаю директора, здороваемся так, это самое. И вижу один раз директор, очень большой магазин, супермаркет, и он раскладывает товар на полках один. Другой раз я пошел за покупкой, смотрю, он на кассе пробивает товар. И я спрашиваю, вы что, вас что, понизили, что ли? Нет? Вы же директор, зачем вы делаете, работника работу? Он говорит, а у нас вот в требованиях компании вот такое есть, что в неделю. И в некоторых компаниях, оказывается, есть вот это, и это принцип, один из принципов servant leadership, что начальство 1-2 дня в неделю должно с простыми людьми, с простыми рабочими вместе с ними работать, чтобы не отрываться слишком от реальности. И людям это нравится, и это и уважение к труду, да, их и так дальше. Вот это интересно. Вот если бы это и в политике, конечно. Я, кстати, тоже знаю таких людей. У меня есть среди знакомых предприниматели, которые вроде как он предприниматель, у него там фирма, он занимается какими-то делами. У него есть, мы понимаем, что начальник имеет свои дела, бумажные, налоги и все остальное. Конечно. Но он идет на работу, он надевает рабочую форму, идет вместе со своими работниками на работу, и ты не отличишь его от других, да? Вот это красиво. Да, это очень красиво, потому что вот это бюк-начальник олду, да, например. Бюк-адам олду. Да, у Гагаузии вот эта фраза тоже. Он себя не показывает с хорошей стороны, а хороший руководитель всегда будет знать, что он знает свое начало. Вообще, я знаю, что вы все связываете с библейскими, и я вспомню, если эта связь напрашивается. Да, напрашивается. Искусственно я не притягиваю. Напрашивается связь. В Библии, мне кажется, Павел говорил, да, для всех я стал всем. Да. Мне нравятся люди, которые вот у них с каждым человеком есть свое общение. Так и большие начальники, когда они вместе со своими работниками идут и работают, это красиво, это очень красиво. Вот тут на самом деле говорится о лидерстве, о том, что он ведет за собой. Да. Он не пришел и вот так надо сделать. Он ведет за собой. То есть не босс, а лидер. Да. Это отдельная тема, очень интересная, кстати. Кстати, политики наши так не делают. Да, надеемся, что что-то с другой стороны, а может, люди хотят иметь босса, а не лидера? Может, людям нравится такой тип? Не думаю. Нет? Ассоциации у меня совсем не очень положительные. Потому что иногда люди хотят диктатора. Как ни странно это звучит, иногда люди напрашиваются на сильную руку, и иногда хотят прям, чуть не напрашиваются, чтобы пришел диктатор. Но это отдельная уже тема. Зашли к разговору про искусство. Видишь, я себя искусственно ограничиваю, чтобы в политику не скатиться. Хотя, наверное, надо научиться, и про это свободно говорить, но опять же говоря о идеях, а не о людях. Вот сейчас я почувствовал, где-то я начинаю уже о людях себя ограничивать. Обрежьте, пожалуйста, этот момент. Вот имеет ли искусство вот эту силу спасти общество, вести, влиять на него позитивно или нет? Вот ты как деятель культуры. Конечно, имеет. И если люди начнут изучать свои... Сейчас не говорим только о гагаузах, говорим, в принципе, о других нациях. Если люди начнут изучать свое искусство, это красота. Да? Даже квадрат Малевича имеет свой смысл, если его изучить. И красота — это всегда добро. Это не может быть зло и не может нести негативную информацию и движение. Если люди начнут углубляться в искусство, то мир станет намного лучше. То есть эта красота снаружи, она и в тебя будет проникать? Да, конечно. Вот человек, к примеру, отправим одного и того же человека в галерею, где выставлены картины. Неважно, в какой галерее. Даже к нам пускай он там пробудет 3 часа. И не знаю, если есть такие аппараты, которые тестируют его состояние эмоциональное и настроение, но даже как он будет себя чувствовать, как он будет говорить, о чем он будет думать, выйдя оттуда. И отправить его, не знаю, даже в сравнении красота и
Да, уродство какое-нибудь, да. Да, ну не знаю, мусор убирать, да, Мгм. пластик, какое-то засоренное село где-то Мгм. за селом. Я не знаю даже, какое сделать антоним Мгм. галереи, да. У меня просто Ну, приходит я на бы ум. сказал про музей современного искусства с бананом к стене прилепленным. Ну, это я не Кстати, считаю это я хотела красотой. сказать об этом. Просто это тоже для кого-то искусство, не хочу никого ущемлять, да. Но на самом деле, если отправить Это- в галерею классического искусства Да, классическое. и современного искусства, Разница будет. человек выйдет совсем Да, другим. да, Он да, будет думать совсем по-другому, конечно. да. Потому что искусство не просто должно отражать жизнь. Я бананы вижу и в магазине, и заходишь в музей современного искусства, унитаз, писсуар стоит. И ты, ну и что? Ну, спасибо, я это вижу каждый день в туалете и в Это не магазине. искусство, Это по не мне. искусство, а искусство, оно не просто отражает, копирует жизнь. Вот ты правильно отметил. Вот, интересно, видно, что ты вот этому жизнь посвятила. Вот ты прямо сейчас повторила мысль философа британского Роджера Скрутона. Вот он искусствовед, такой консервативный философ, да, британский консервативный философ. Вот он говорит, что искусство обязательно должно иметь 3 элемента. Это красота, это добро, вот ты отметил, и он еще отмечает истину, объективную истину. И вот когда эти 3 элемента есть, красота, оно должно отражать реальность, но и быть еще и красивым. Говорят, доброта спасет мир, да? Красота спасет мир. Красота, да. На самом деле. Достоевский это сказал. И везде, где он говорит, знаешь, что для Достоевского красота? Везде речь о Христе. Говорит, красота спасет мир. В этом же, на этой же странице предложением, 1-2 предложениями выше, ниже обязательно будет слово Христос. То есть он связывает эти 2 вещи. Угу. Если... Искусство спасет мир. Но в Если- смысле высокое, красивое, истинное, Да. отражающее трансцендентного Господа. Вот это искусство. Хотелось бы, чтобы в школе у нас изучалось побольше искусства. 1 раз в неделю у нас преподается изобразительное, художественное воспитание уже, потому что так Да. меняется название предмета. Да, ну, Но это не важно, суть более-менее, одна. да. Художественное воспитание, музыкальное воспитание, да. Вот раз в неделю 45 минут ребенок изучает. Он больше нигде сейчас современный ребенок, который целый день сидит Да, вот так вот, да. да, который не читает книги, который не смотрит программы, не знаю, о великом искусстве, Больше не нигде он не слушает. будет прикасаться. Он прикасается только 45 минут на уроке. И то 15 минут идет, ты работаешь в школе, ты знаешь, лучше 10 минут ты пытаешься их собрать, Организационные организовать, спросить, почему они не готовы, Да. порисовать что-то, научиться держать карандаш. Хочется, чтобы люди изучали искусство. Не изучали цвета, теплый он или холодный, что изучается в программе, да, монохром, а изучали большое искусство. Научились чтобы его люди- чувствовать, Да, впускать чтобы в люди себя. научились чувствовать. Сейчас отправь 7 класс, возьмешь, отправь его в галерею. Он не будет говорить о великом искусстве, он не будет понимать. К Но если сожалению. научить... Да. Вот я в музыкальную школу, когда ходил, это одно из главных, что... Ну, конечно, там научили играть, прекрасные педагоги, все. Но теперь я не играю каждый день. Но ты ценишь. я слушаю музыку. Они научили меня, вот уроки музлитературы. Есть такой предмет. В музыкальной школе у нас был учитель, прекрасный Иван Васильевич. Мне очень нравились эти занятия. Вначале было непонятно, скучно. То есть он включал музыку, там, симфонию, там, Моцарта, Бетховена, Вагнера, Чайковского, какие-то произведения, концерты, фортепиано с оркестром, Чайковского и так далее. И вот мы слушаем, и он учил нас понимать, чувствовать. Мы рисовали то, что мы слушаем, какие эмоции. Потом он учил выделять инструменты, вот эти мотивы, которые там, да, может, ты их вообще вначале не слышишь. Потом повторяемость какую-то замечать, потом делить по частям, потом что он хотел передать через это. И в итоге, вот за буквально прошло пару месяцев, ну и даже пару лет в музыкальной школе это, и мы научились слушать ее. И вначале я слушал, я засыпал, там, что за это самая классика. А потом ты слушаешь, она тебя прямо до мурашек трогает. Мы плакали на уроках. В музыкальной, еще помню, пластинки были. Представляешь, пластины вот эти ставили, тут проигрываете, и мы слушали, и ты плакал просто слушая, ну и до сих пор. Без слов.
Да, конечно, безусловно. Ты Классика, включаешь просто без слов. первый концерт для фортепиано с оркестром Чайковского, и ты просто, ты уходишь в другой мир, и слезы льются, и ты становишься инопланетянин, в хорошем смысле. И это какое-то внутреннее перерождение в тебе, и ты уже знаешь, вот эти моменты особо тебя трогают. Но это надо научить, это надо приучить, это понимать, Но это ты как ходил язык. в музыкальную школу, Да. да? Не каждый ходит в Вот. музыкальную А может школу. быть, в школе тоже эти В вещи школе приучать? нужно, Это поэтому активно, да. нужно воспитывать Мгм. в людях любовь и понимание и чувственность к классической музыке. Потом воспитывайте любовь к своему народному фольклору, Да. потому что это база. И тогда мы получим Мгм. людей с большой буквы. Да. И людей как граждан планет, как жителей Да, планеты да. Земля. Потому что мы все граждане Да. одной страны большой. Человечность. То есть Да. искусство, оно вот с этим, потому что оно исходит с неба. Искусство, и в Библии очень много искусства есть. Да, да. Понимаешь, это отделка храма, потом это искини собрания, Да. поэзия, Поэзия, музыка. да. Конечно, Как она полна. эта книга называется «Песни, Да, да?» песни, да, там любовная поэзия. Там Ромео и Джульетта и Шекспир отдыхает по Да, и сравнению не с... только. Я вот описание храма Соломона читал, там потом описание скинии, там именно какие должны быть там животные, фрукты какие должны быть, какого цвета они должны быть, и как это выражается, одежда, а это красота. А какая функция у вот этого нарисованного яблока? Вот по периметру, какая у него функция? Никакая, просто красота. Оказывается, красота напоминает нам, что мы не просто люди, которым нужна еда, вода и сон, да, не просто животные, поумневшие обезьяны, как Дарвин говорил, да, Homo sapiens, а мы люди по образу Божьему созданные. Эстетика — это важно. Эстетика напоминает нам, что мы не животные, а мы умеем ценить это искусство. И вот эта картина, она мне ничего не даст, она меня не прокормит, не согреет конкретной функции, именно для моего тела никакой. А есть у нее функция для моей души. Конечно. Понимаете? То есть я смотрю, она греет мне душе, она напоминает мне, что есть в мире красота, есть любовь. И вот это, к сожалению, если вот это все подменить политикой, великий вождь придет и наведет порядок, мы очень обедняем свою собственную жизнь. Обедняем, мы все сводим вот к этому, политическими к этим скандалам, движениями, да. и все. А это не насытит душу. Не зря же профессор Преображенский говорил, не читайте советских газет, да, с утра или на ночь, что он там говорит. Потому что вы испортите По себе мне так ни с утра и на ночь не нужно испортите себе читать. Но пищеварение. мы, кстати, делаем так, мы засыпаем. Соцсети. Соцсети, Да. читаем новостную Да. ленту и просыпаемся. О. Мы делаем себе кофе вместо того, чтобы насладиться природой, выйти подышать свежим воздухом, пообщаться с любимым человеком, с ребенком, с родителями, да, послушать классическую музыку, мы загружаемся в политические новости. И впускаем в себя тревогу. Ни разу я еще, или почти никогда, телефон, мой уровень тревоги не уменьшил и не уменьшал. Обычно он усиливал его. Это даже как-то называется в медиаграмотности, когда люди привыкают находиться вот в этой тревоге. Я сейчас не вспомню, это очень умное слово. Но люди привыкают находиться в этой тревоге, и им нравится находиться в этой тревоге. Они читают новости, где-то кого-то кто-то убил, так, посмотрят еще, где-то кто-то умер, где-то кто-то... Люди впитывают в себя не красоту, не искусство, не любовь, а впитывают в себе негатив, который творится в мире. Но он ярче, он грубее и в каком-то смысле сильнее на краткосрочный период. Он сильнее привлекает внимание. Он дает твое. эмоции. Да, эмоции дает. Адреналин, Быстрее. эмоции. Да, конечно, эмоции, где молотком по пальцу супер эмоция. Но попробуй другую эмоцию, нежности. Это нужно время, нужно любовь, понимаешь? Вот это постоянным молотками по тебе, вот эти негативные вещи. Поэтому мы и соцсетей. получаем продукт в итоге, да? Чем ты наполняешь... Очень многие говорят, заведи комнатный цветок, говори ему положительные слова, добрые слова, говори с ним о приятном, и он будет цвести. Говори с ним негативные слова, он будет впитывать негатив. Не знаю, я не делала такой эксперимент, у меня нет на это времени, но человек — это больше, чем цветок и растение. Мы, как взрослые, показываем пример своим детям. Дети сидят рядом с нами, мы читаем ленту, дети сидят, переписываются, играют в игры, и мы получаем продукт. В итоге
который не умеет ценить, к сожалению, не умеет размышлять, не умеет наслаждаться и любить красивое, а просто стремление Да. кого-то, кто-то против кого-то, да. Да. Поэтому я считаю, что нужно воспитывать в нации любовь к искусству и к И фольклору. к красоте. И к Богу. И к Богу. И к красоте. А потому что эти вещи неразделимы. Да. Вот сейчас на Западе в тренде неомарксизм. Ну, то есть свобода, равенство, братство, но уже не в тех категориях социализма и вот то, что здесь было, да, в России и так дальше, там революция, а в категориях социальной жизни. Если там равенство, имеется в виду не просто там равенство классов, как Маркс писал, а равенство там между полами и так далее. Вот эти все надо убрать, там семью убрать, все между расами, и вот это иногда неадекватность вот это доходит. То, Это реально уже неадекватность. Да, сейчас мы вот эта свобода, от чего свобода? Да? Уже не просто там, ну, свобода, чтобы ты не был рабом, а полностью свобода от всех мнений, от всего, от истории, от семьи, и ты в вечном таком протесте. Вот это неомарксизм, вот ты что, сейчас мир штормит, да? Это все Маркс там в книжечках, это самое, вот оно, не, серьезно, он просто это отразил, он больше про экономику, но это было затронуто. Манифест коммунистической партии, это против всего. Против церкви, против семьи, против старого склада, против старого... Все надо разрушить, вечно быть против. Ну, вот это была его идея. Ну, окей, к чему я? И вот, к сожалению, неомарксизм современный, он одновременно, если все старое надо убрать, свобода от старого искусства тоже. Представляешь? Ужасно. Да. Тогда и теперь... нет больше ни нации, ничего, ни культуры. И теперь получается, что верующие люди... Ну, как бы их называют консерваторы, то, что за прошлое, за старое, это сам. Они теперь защитники искусства, понимаешь? И Фрэнсис Шеффер много про это пишет. Теперь, оказывается, современное общество неомарксистское или ультралиберальное, или там, как это называют, крайне левое, оно отвергло и искусство тоже. И теперь искусство вместе с верой в Бога идет вместе, потому что и то, и это стремится к красоте, к прекрасному, к истинному, к объективному. Если раньше они были защитники искусства, да, не защитники, а любители, Да, ценители искусства, теперь они борцы. Да, с прошлым, в том числе искусством. А посмотрите на современное искусство. Это не искусство, это мое мнение, конечно, я говорю, это не политизировано, но я тоже как... Все основано, Илья, все основано на деньгах, понимаете? В один прекрасный день кто-то наляпал большой кистью пару мазков на холсте, продал какому-то далекому или недалекому умственно человеку за большие деньги, и это стало модно, и никто сейчас не пишет. Если мы подумаем о больших художниках, да, Ван Гог не продал ни одной картины при жизни. Ни одной картины. А музыка — это вообще отдельная тема, да? Что мы сейчас слушаем, что сейчас массовое пишут. Общество у нас сейчас, да. Это все, и все настолько похоже друг на друга, потому что все это для тренд, денег и ради это денег, всё. да. Для денег. Все делается для денег, не делается для красоты. То есть получается, вот если все делается для денег и для власти, политика, то жизнь становится очень обрубленной, очень агрессивной, скучной, материальной. Если у тебя минимум красоты, да, если у тебя в доме нет книг, нет картин, нет красивой музыки, что у тебя в доме есть? У тебя только кровать, спать и кухня, чтобы кушать. А еще равенство. Для чего ты живешь, да? А вот эта борьба за равенство, это, в моем понимании, это беспорядок. Потому что когда было заложено изначально, что мужчина — это глава в семье, да, и мужчина отвечает за определенное, за большинство, да, женщина — это уже помощница, как и была создана Ева, помощница мужчине. И сейчас вот эта борьба за равенство, когда женщины и мужчины одинаково. Я ничего против этого не имею, но я считаю, что тогда получается беспорядок. Да? Когда мы складываем книжки в библиотеке или дома, я помню, что я складывала, у меня сначала шла большая книжка, потом поменьше, и вот так вот прям вот, да, и мне казалось, что так порядок. Сейчас модно все хаотично сложить, да, но вот
всему должен быть порядок, и Да. ценности, и равенство. Да. Равенство в чем? У нас женщин никто уже так не принижает, как это делалось раньше, да? У нас женщина-президент, женщина-башкан, женщина-судья. Я считаю, что немножко нам, человечеству, нужно остановиться. Не идти дальше, потому что мы потеряем баланс всего вообще. Нужен здоровый консерватизм. Ну, имеется в виду адекватность вот эта. Да. Связь с объективной истиной и признанием реальности. Да. Ну, что ценность, мы равны по ценности, каждый по образу Божию создан, но мы разные по способностям. Да, мы разные по способностям. Это надо признать. Мы можем работать дружной командой. Мы можем, да, и дополнять друг друга. Да. Но надо понять, что... Всему есть свое место в этой жизни. Да. Я могу поднять 50-килограммовый мешок цемента и поработать. Моя жена не может, да, но мне будет скучно там полдня готовить эту еду. А ей даже нравится, да, она там на своей волне что-то слушает. И это не ущемление, а это взаимопомощь и дополнение. Да. Нет, надо все, давайте поменяемся местами. В Гагаузии еще сохранено вот это, да, мужчина там глава всему, во всем, и мужчина остается главным в семье, и мужчины всегда топят и подчеркивают, что они главные в семье, и женщины стараются покорно подчиняться, неправильно выразилась, с любовью подчиняться мужчине. Вот это очень важная еще одна ценность в Гагаузии, которую я отметила. Для меня это важно. Вот это красиво. И здесь речь не об ущемлении. Кстати, я где-то читал, что в таких странах, вот где как бы, ну, такой считается патриархат, там, да, где признание обществом, что мужчина глава семьи и так дальше, вроде бы может показаться, ой, у женщины там меньше прав, если мужа считают главой. По факту, но там даже брали другие примеры, там еще как бы суровее, например, где восточные страны и так дальше, мусульманские страны, где там однозначно, да, все это четко. И, казалось бы, вот там у женщины меньше прав должно быть. Нет, пишут, что женщина по-хорошему, по-тихому, с любовью, ну или женскими какими-то, ну не знаю, это в кавычках слово. Но это на самом деле манипуляцией, ну не манипуляцией, а своим, добрым отношением. И тогда в итоге она еще больше влияет. Женщина руководит хозяйством. Да, всему. Просто она не официально. Она распределяет все утром, кто что будет делать по хозяйству, и муж уже идет и говорит, и отчитывается жене. И в итоге получается, что у женщин больше влияния реального вот в тех странах. Ну так пишут, я не знаю, надо изучить. Я просто такую необычную теорию. Зачем женщины на себя взваливают очень много, это очень сложно. И теперь мы те, которые, я, например, как женщина, которые считают, что мужчина должен быть глава в семье, и мужчина должен быть главным и руководить, вынуждена жить по правилам уже, что мы как бы равные, дорогая, да, вы там голосовали за то, что вы там хотите наравне, ну вот получайте теперь, и я как бы с этим не согласна, но я вынуждена жить по этим правилам. Интересно. Мы сегодня интересно побеседовали, собственно, красной линией нашей беседы шла идентичность, уникальность гагаузского народа. Эта тема была. Искусство как сила, способная позитивно подействовать как на весь мир, который чрезмерно политизирован, но и вот вернуть вот это ощущение и понимание красоты, истины, добра через искусство, потому что ты культуролог, да, искусствовед. И мы смотрели, как это можно применить еще в нашем народе, в гагаузском народе. Это было очень интересно и полезно. Мы говорили о вечных вневременных ценностях, о библейских, евангельских мотивах в искусстве, в жизни, в восприятии дома и жизни здесь, в Гагаузии, и вообще о мировых трендах в искусстве. Спасибо за эту беседу интересную. Мне тоже было очень приятно вот так в неформальной обстановке поговорить о том, что для
первого взгляда для кого-то не важно, не настолько важно, Мгм. но то, что руководит нами как человечность, Да. все основано на этом. Спасибо большое за возможность выйти в эфир на Ичобан. Мгм. И желаю вам удачи, чтобы вы развивались, и у вас были интересные герои на гагаузском языке. Надеюсь, больше никто не будет на русском говорить. Спасибо, очень приятно было.